Всем привет, друзья! Канал Папа Юсуф. Не догоняет собака кошек. Осторожно. Еще раз всем привет, друзья! Канал Папа Юсуф. Я с вами. И с женой мы гуляем. Центр город, друзья. И здесь Джумурьет Мейдана сверху. Внизу часто кафешку. Мы сидим, чайку выпьем. Романтичное, конечно, шампанское не продают. Даже я не пью алкоголя. Друзья, я так давно хочу эту тему поговорить с вами. Сколько времени еще квартира, еще мебели, еще техники, туда-сюда поговорили, уже я знаю, у вас голова уже так полная информация осталась, уже все бардак. У меня тоже. Немножко так эта тема по-другому говорим. Сейчас что? Зима, сейчас холодно. Очень много одно человек живет, один живет мужики, одна очень много девочки живет. Вы знаете, немножко хотел бы любовь им говорить. Любовь. Что значит любовь? Конечно, мы опытные люди, опытно. Уже у нас так 16 больше лет. Любовь еще продолжает, друзья. Мы вместе. Это я его снимала. Меня зовут Елена, кто не знает, кто смотрит первый раз, моего мужа. Да, мы ходим вместе, почти всегда стараемся. А если по отдельности, мы все равно думаем друг о друге. Мы друг другу звоним, пишем сообщения. У него любимое сообщение: «Ты где?» Я коротко говорю, очень коротко, быстро хочу слушать ответ. Да, ты где? Если ответ не перейдет, начинаю, да. Звонить начинает. Ты где? Я говорю, дверь открой. Вот такая ситуация. На самом деле все у нас хорошо. Ну, как бы я уже и другого и не хочу, и не планирую, и ни зачем. Мне все устраивает. Если не устраивает, говори. Да, и скажу. Говори. Да, скажу. Говори. Да. Как мы квартиру будем делить, эту комнату, кому она достанется. Говори. Да, у нас теперь одна проблема в голове, это наш ремонт нашей квартиры. А других, собственно, проблем и нету. Давай потом снимаем эту тему. Да, Не открой, конечно, опять конечно. настроение Ой, не буду, портит меня. Чайку пью Давай, сюда. все. Я тоже пью свой чай. Давай. Мы тоже в России жили, который наш вокруг очень много знакомых был, да. Очень много развод мы слушали, видели. Сами близкие еще друзьям видели такое неудобное, которое в разговор мы слушали. Ругаться это постоянно есть, везде есть, каждая семья есть. Это я ничего не жалею, просто что терпеливая любовь это отдельная, временная любовь это отдельная, друзья, понимаете? Раньше было, что в прошлом веке, который начало прошлого века, был любовь просто как, просто было одно. Дом, либо квартира, либо такое старенькое что-то, либо новенькое, какая разница. Работа просто была, земля была. Муж и жена ушел на улицу, работал, что-то растил, там туда-сюда, поели, покушали. А сейчас новый век, новый мир, все новое, понимаете, все новое. А сейчас что? Большой торговый центр есть, большой университет, школа, туда-сюда. Надо успеть это жизни сзади бегать, так очень-очень тяжело. Раньше было золотом, что-то купил свой товар, а сейчас денег проблем есть, биткоин есть, много чего есть. Надо, это жизни поймать. Как? Как поймать? Где надо жить? Как надо жить? Понимаете, это пункту отдельная проблема, везде отдельная проблема. Конечно, вот такой сколько проблем, семья держит вот так крепче, очень-очень тяжело. Очень тяжело. Экономичная сила должна быть, друг на друга уважение сильно должно быть, терпеливость сильно быть, вот много чего нужно. Я просто это все не буду поговорить, ничего. Еще любовь, друзья, как надо начинать. Как надо начинать, как надо продолжать, мужик кто, женщина кто. Вот это, немножко это хочу поговорить с вами. Конечно, очень много старше, чем меня люди смотрят у меня. Люди пишут мне комментарии, очень много людей, даже есть что-то не знаю, и спрашиваю народу. Народ меня помогает, народ меня советует. Юсуф, вот так должно быть, у нас вот так идет, вот так должно быть. Кому-то, который, что я попадет в проблемы, кому-то, конечно, обязательно попал.
Обязательно. Кому-то есть опыт, я обязательно спрашиваю. Я такой мужик. Женщина и мужик, которые друг друга как это сохранить должна. Как это сохранить? И здесь любовь, в которой это тебе не хватает. Если друг на друга держит, вот так, типа, которые крепче, да? Просто любовь не хватает. Уважение хватает. Уважение. Будущее надо придумать. Как надо начинать любовь. Кто начинает любовь, что нужно? Уважение нужно, друзья. Мужик должна быть женщина кто? Женщина должна быть мужик кто? Вот. Если друг на друга не знает, и тогда никакой любовь не будет. Ты тоже слушаешь меня, да? Подписывай канал. А? О, ку-ку. Видите меня, сколько народ слушает. Раньше было решение, была руку родителей, а сейчас всех свою руку, друзья, сердце выбирают. Раньше, которые, я знаю, мои деревни тоже, мои мама говорят, родители давал у меня твой папа. Мой папа тогда было 27-28 лет, мама была 16-17 лет. Понимаете? Раньше была родительская руку. Кто богатый, туда сдавали свою дочь. Вот сейчас совсем другая ситуация. Конечно, экономичная ситуация тоже важна, но в данный момент это не нужно, друзья. Если Аллах откроет дороги, ничего не остается против. Я честно говорю, когда я знаю, когда женатели, у нас практически ничего не было. А сейчас у нас все есть. Семья главное, все есть. Я не говорю еще квартира, машины, туда-сюда, ничего не говорю. Если любовь, уважение есть, у нас все есть, понимаете? Если 4 стена, где, неважно. Вот, есть. Он перейдется, потом перейдется. Когда мы Еленам начинали, которые общаться, поговорить туда-сюда, мои туда, которые города, я так очень много людей спросил, кому-то есть, который жена русская, из России, Украины, кому-то есть жена? Я не слушал никуда. Никого нету. Женат человек, который русским говорящий, который странам, нету. Одному нету. У нас Афьон Карахисар, который. Только я. Я что делал? Вы знаете, против посмотрел в глаза, что мне рассказывают. Я ее голоса не слушал. Если слушал бы, по-русски не знал на это время. Глаза посмотрел, сердце посмотрел. Согласовал, друзья. Ее приглашал женат. Надо было такой жизни меня, надо было. Вот, дети мне тоже надо было, жена тоже надо было, вот будущее надо было. Потому что я тоже был не молодой был. Надо было. Вот получились, сейчас отлично, хорошо живем, друг на друга все уважаем, все отлично, хорошо. Друзья, у нас тоже проблем бывает. Вот когда проблемы мы видим, у нас начинается терпеть. Я немножко горячий человек, да, я ору туда-сюда сижу, пойду гулять туда-сюда, все забываю. Когда дома приеду, эта тема уже закрыта, тема уже все улыбается, понимаете? Мы так продолжали. Всех должно быть вот так. Проблема очень быстро, очень быстро решение. У нас люди говорят, у вас там дружная семья, такой семья, туда-сюда. Мы тоже простая народ, друзья. Мы тоже простых народ. У нас проблем немерено. Честно говорю, немерено. Есть тоже у нас проблем, есть много чего. Моя идея другой, жена идея другой, дети идея другой. И всех я слушаю. Выбор всех человек в свою руку. Андрей сейчас говорит, я хочу с границы выучить. Как его поддерживать? Понимаете? Человек пусть что хочет, пусть идет. Мы родители должны быть сдерживать свой. Дети должны быть сзади стоять. Я понимаю, это да, тяжело, дорого, еще риск. Туда-сюда, но если надо. Сейчас чай перейдет. Холодно, да? Ну, наконец-то. Прошло 15 минут. Наш чай забыл? Вот тебе и государственная кафешка. 2 человека работают, про всех забывают. Люди просто сидят, вон видом наслаждаются. Да.
Друзья, просто когда проблема начинается в семье внутри, просто орать, ругаться, туда-сюда убежать не надо. Сиди, решай проблем. Сиди, решай проблем. Если любовь закончилась, говори, моя любовь закончилась. Давай решаем эту проблему, развод хочу. Это надо делать. Был один из знакомых такой, прошу прощения, передурак. Один был такой в России, наш, даже рядышком был. Просто даже его имя не хочу поговорить. Такой 2 ребенку бросил. Ушел там одно. Тема вообще совсем, вы знаете, такое жалко. Я понимаю, это в России немножко другой атмосфер, чем у нас в Турции. Других атмосфер, потому что разводятся. легче, да. Просто очень быстро бросают и уезжают в свою семью. За что бросил свою семью? Если эта тема, я говорю, он тоже смотрит меня 100%. За ерунда бросил свой 2 ребенку, который уехал одно старенькое сзади. Я не знаю, это как получилось, как так. Просто она немножко богатее была. Вот его глаза крутился, о, женщина богатая, сразу бросил свой дети, как бросаешь. Ушел, и женщина начала сейчас работу, других город ушел, начал жить. Она говорит, там 30 000 зарплаты, как можно жить 2 ребенком, и вообще не помогает туда-сюда. Это тоже другая ситуация, других проблем, друзья. Очень легче туда, Россия, очень легче. У нас Турция, который, если такой развод, огромная беда это, огромная. Потом начинают, родители приезжают, родители узнают, чем проблем, что у вас не так, туда-сюда. Потом иногда Оксана начинает, понимаете, у нас так Турция немножко крепче. Вот чай перевезли, слава Богу. А раньше они в стеклянных стаканчиках. Шукран, хамшира. Вместо стеклянного стаканчика дали нам бумажный, ну и то ладно. Если чай есть, проблем нет с чем, мадам. Это не проблема. Чай есть, все есть. Да, вот мы даже когда-то, если куда-то едем, если чая нет, все, Юсуфу там не понравилось. Пусть там все вокруг в золоте будет, бриллиантов, но если чай не нальют, то скажут, там было плохо. Друзья, алкоголь не пью, пиво не пью, которые у меня, кола, фанта не пью, газированное ничего не пью, только воды, чай меня. Чай тоже, день 3 штук. 3 штук я пью. 3-4 штук. 2 утром, 2 обед, 2 вечером. 6 штук получается, но я читаю по 1 штук. Я не пью, который зеленый чай тоже иногда. Я жду свой Каркаде будем пить. Новый дом, новая квартира будем пить это, наверное. Отлично растет на балконе. Да, так видел, да? Цветет. Уже больше 2 метров. Что можно добавить У еще? нас там оранжерея уже на балконе. Да, вот так живем спокойно, радостно. Иногда что-то не нравится и мне. Я тоже могу высказаться, я громко говорю. Как мне говорят, я люблю тебя перебивать. Ну, прости. А ее голоса, друзья, понимаете, что? Честно говорю, Елена голоса, не представляете. Так нормально говорить она не сможет. Честно говорю, наш сосед все слушает, наверное, она что говорит? Я умею говорить шепотом. А? Я умею говорить шепотом, умею. Все я слушаю, Елена, что ты говорил тише. Честно говорю, по секретно с тобой говорить нельзя. Серьезно говорю, нельзя. Секретно ничего не сможем. Никого нет, дети дома остались. Вот говори со мной секретно. А что говорит тебе с тобой А секретно? вот видишь, ни о чем. В самом деле, даже когда у тебя хорошие отношения, да, у нас любовь, даже просто посидеть вместе, помолчать уже хорошо. Друзья, я себя поминаю, который где-то 16-17 лет, тогда был в деревне. Я так посмотрел, каждое летом очень много людей переехал из Европы. Конечно, они женаты, дети, богатые, деньги есть, хорошая машина, хороший дом, вилла, туда-сюда. О, валлах! Вот такой жили. Я так передумал, однажды у меня тоже так же будет.
Вот такое время, я себя нога посмотрю, такой-то обувь, такой-то штаны, такой-то футболку. Когда будет меня такая ситуация? Будет ли или нет? Будет или нет? Вы знаете, жизнь очень короткая. Так выглядит очень длинная, но очень-очень короткая, очень короткая. Просто, когда молодых время передумаешь деньги, экономичные силы, на работу, хорошее образование, туда-сюда, когда возраст придет 40, после 35 лет начинает уже так разговор по-другому. Во, после 35 лет. Тогда начинаешь свое здоровье посмотреть, когда начинаешь себя одежда, свой там люксовый, свой там что-то. Потом передумаешь свой дети, потому что ты знаешь, твое молодых время, детское время, что происходили. Вот. А сейчас у меня такой момент. Здоровье отлично посмотрю, здоровье. И передумаю каждый день будущее, что я могу делать. Вы знаете, всех вы знаете, каждое видео поминаю, да, я понимаю. Купили квартиру, да, внутри сейчас питхонку купаем, а что зарабатываем, все кладываем туда, кладываем. Это наш, это плюс, друзья. Тратить деньги на улицу, базары, магазин, очень-очень просто. Очень просто. Идешь в магазин, купаешь куртку, оп, закончилось деньги. Полезные вещи купаем, вот выставляем в данный момент. Мы купили, мы будем пользоваться. У нас семья нету, твои деньги, мои деньги, твой карман, мое карман нету, друзья. Всех мое. Шучу, конечно. Нет, конечно, мы на мелочи не спрашиваем, тратим когда. Вон пошли еду купили, или пошли какую-то мелочь из одежды взять. И это не спрашиваешь только на крупные покупки. Еду я никогда не жалел в своей жизни. Никогда. Что тебя тянет? Пожалуйста, сиди и ешь. Это никогда не жалко. Просто качественное место ешь. Качественный товар, качественные продукты ешь. Просто за ерунда не давай огромную сумму денег. Я это против. За ерунду. Если какой-то ресторан сидим, друзья, заказываем полную семью еду. Да, выглядит, если рублями, долларами почитаешь, да, 3 копейки, но и здесь в Турции живем, в турецких лирах платим, даже меньше, чем эта сумма. Отлично место, отлично можно покушать, очень-очень вкусно. Они делают невкусно, еще очень-очень дорого. Не стоит. Вот я с душом человек. Если вкусно, говорю вкусно. Если невкусно, говорю невкусно. Если хорошо, да, я говорю хорошо. Если плохо, говорю плохо. Я умею так делать. Я не боюсь там, который кто-то пишет мне такую гадость, комментарии, сразу заблокируем, на свидание. Я должна быть такой, блогер должен быть вот такой. Что хороший, должно быть хороший, надо уметь говорить. Вот такой. Сейчас у нас тема любовь, конечно. Что у меня так опять другой темы открыл, Елена? Голова опять крутил? Да. Я тебя люблю. Надо. Еще раз повторяем это слово. Давай, я слушаю. Я тебя люблю. Турецкий мужик, если у вас может турок, не ждите, который словами «я тебя люблю, я тебя скучаю, туда-сюда, еще буду любить, туда-сюда». Не ждите. Как раз наоборот говорят, что турки очень много говорят, это много приглашают. Если первое приглашение, да. А потом, как если женился, сразу забывают эти слова. Не забывают, уже сохраняют жена. Уже мое, жена мое, понимаешь, это сохранить, это мое уже. Вот. Турецкий мужчина любит, не сможет поговорить, друзья. Это кому-то муж турок узнает меня, что я имею в виду. Турецкий мужик не сможет поговорить свой, если есть большой проблемы, разделить не сможет с женой, стыдно будет его. Сам хочет постоянно решать проблемы. Не каждая проблема, конечно. Сам будет решать, сам будет придумать, сам делает. Вот так каждая проблема, свой жена, свой дети не сможет поговорить. Турецкий мужчина немножко внутренний человек закрыт. Внутренне закрыт. Как это карамсар по-турецки. Внутри живет, который свои проблемы.
Решать время будет решать. Вот, да, Турция, который зарплата маленькая. Россия, я не говорю, всех огромные зарплаты есть, я не говорю. Конечно, в России тоже люди есть маленькие зарплатами живут. Это жизнь, друзья. Растешь, 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 огромный остаешь. Если твое сердце чистое, если твой душа хорошая, если душа хорошая, Аллах тебе дает побольше, побольше, побольше. Честно говоря, в моей жизни вот так было. У меня такое огромное образование нету. У меня, который нету такой богатый друзья. У меня нету такой богатый место, квартира, дома. Там папа не богатый был. Вот. Народ меня держал. Почему? Юсуф правда. Юсуф право. Юсуф все рассказывает. Юсуф все умеет. Да, конечно, много чего не умею, но умею. Юсуф немножко открыть глаза, потому что Юсуф видел мир. Люди меня пишут, почему у тебя нету классной машин? Почему Мерседес не купаешь себе? Почему Коньял ты не живешь? Почему у вас там такой? Друзья, я в Европе жил, который 7 лет я жил в Европе. 7 лет. У меня был Мерседес, у меня был BMW, у меня был Volkswagen, у меня был все был. Все я попробовал. Зачем мне надо это? Зачем? А сейчас, если у меня Мерседес куплено, если купал бы Мерседес, квартира не купал бы. Понимаете? Мерседес только один человек и держит. И квартира держит больше народ. Со семья. Будущее семьям. Гарантия это истина. Мерседесом авария делаешь, со Мерседес мусор идет. Без денег остаешь. Но квартирам авария не получается. Страховка есть, если землетрясение будет. Страховка обратно деньги дают. Юсуф немножко прямо, вот такой прямо, друзья, свою семью передумает. Я просто хотел у вас на этом видео показать, поговорить терпеливее, который любовь. Вот сейчас у нас время терпеливее, любовь. Конечно, одно время придет, это терпеть закончится, ругаемся, все, обратно, дальше. Если у вас какая-то проблема, пожалуйста, не бросайте свою семью, свои дети, потому что... Просто представьте себе, а что будет без этого человека? Что там будет? Трезво подумайте. Столько хорошего было вместе, а будет ли так хорошо без него? Просто, если да, муж и жена можно разводить, идет, но проблема остается дети. Огромная проблема остается дети. Даже учитель, когда спрашивает, твой папа, мама вместе живет, либо папа кем работает, мама кем работает, кто вам помогает, туда-сюда, дети стыдно остаются в школе. Вот, поэтому очень много, почему я это хотел поговорить, в последний момент очень много развод я слушаю, друзья, очень много развод. Очень много человек, вот такой экономик кризис, который, кризис, очень много слушаю. Не делайте, пожалуйста, если у вас дети есть, не делайте, терпеливые, терпите, держите ваши семьи. Экономия это проблемы решать быстро, друзья. Очень быстро. Не бросайте ваши любимые супруги, не бросайте ваши любимые дети, не бросайте ваши любимый дом. Терпите, друг друга держите. Если два человека вместе, очень крепкий будет. Любимые женщины, такую вашему мужу не спрашивайте, который очень-очень дорогая штука. Вы знаете, он не сможет вам купить. Если не сможет купить, вы знаете уже, почему ругайтесь, если он не сможет. Вот очень много женщин вот такой. Спрашивают, огромный такой подарок, мой день рождения был, мне машину не купил, вот такой ситуация. И человек зарплаты уже ты знаешь, жизнь узнаешь. И с чем может купить тебе машину? Понимаете это? Надо уважать друг на друга, уважать надо, семью держать. Конечно, это мои подписчики где-то 27% больше 50 лет. Они меня отлично понимают будет. Сейчас в комментариях всех будет писать, друзья. Пожалуйста, не делите. Если у вас там такая ситуация, еще раз передумайте. Всем спасибо большое, друзья.
Канал Папа Юсуф, поставьте лайк, подписывайтесь на канал. Я вам интересно еще очень много видео, тема буду снимать, выставляем. Вы меня любите, не любите, это другая ситуация. Но что я говорю, слушайте, друзья. Я ложь никогда не говорю, никогда не обманываю. Всем спасибо большое, всем пока.